Мы продолжаем программу «7 дней». В Альметьевске, благодаря усилиям и стараниям нефтяников, строителей и архитекторов, появился еще один центр притяжения для горожан, и особенно мусульман. И это, конечно, обновленная центральная мечеть. Но я специально делаю акцент на ней, не только как на культовом сооружении, а именно как на огромном, общей площадь более 10 тысяч квадратных метров, общественном пространстве, культурном образовательном центре. На мой взгляд, и кажется, в этом мы точно совпадаем с генеральным директором Татнефти Наилем Магановым, современные мечети и должны быть таковыми, настоящими религиозно-просветительскими центрами с богатым функционалом. А в новой мечети, помимо молельных залов, помещений для никаха и именоречения, библиотеки, появятся также и семейные, детские, игровые зоны, магазин, халяльное кафе и в будущем, конечно, медресе. И еще одна важная особенность, характерная для всех объектов, которые ведет сегодня Татнефть. Это отсутствие заборов, каких-либо заграждений. По замыслу нефтяников, любой объект должен символизировать прежде всего открытость и доступность, чтобы люди воспринимали это пространство как свое, как родное. Тимур Бекмурзин из Альметьевска. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Красиво, креативно. Заметная, современная, креативная. Центральная мечеть Альметьевска. Конечно, есть выражение, о вкусах спорят. Но абсолютно точно эта мечеть не похожа на другие. Она уникальная. И второе, мечеть удивительно гармонично вписалась в городской ландшафт нефтяной столицы Татарстана. Об этом легко судить даже по этим кадрам с высоты птичьего полета. История центральной мечети Альметьевска такая же оригинальная, непростая, в чем-то извилистая, как ее внешний вид. Неизменным было одно – активное участие нефтяников в ее судьбе. Первый камень в основании будущей мечети был заложен еще в начале 90-х годов прошлого века, но тогда строительство мечети в Альметьевске остановили из-за нехватки средств. В середине 90-х годов прошлого века, благодаря стараниям Татнефти и ее генерального директора тогда Рената Галеева, процесс строительства был возобновлен. В 2002 году мечеть получила имя Резидина Фахриддинова, выдающегося богослова, ученого, просветителя, писателя. Центральная мечеть в Альметьевске всегда была украшением города, и всегда Татнефть активно вкладывалась в ее строительство и обустройство. Даже в непростые нулевые при Шафагате Тахаудинове, предшественнике нынешнего генерального директора Татнефти Наиля Маганова, был обновлен фасад и построена новая котельная. Но настоящим вторым днем рождения мечети, уже как истинного религиозно-просветительского центра, стал день 16 июня 2024 года, когда здесь был проведен праздничный хаят-намаз с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто работал над обновлением этой мечети. Большая работа была проведена под руководством Наиля Маганова. Это святое дело. И всем, кто принимал непосредственное участие, большое спасибо. Это пример не только для Татарстана, а для всего мусульманского мира. Это не просто мечеть. У нее глубокое содержание. Это настоящий духовно-просветительский центр. Будет и продолжение. Рядом есть здание, его обновят. В нем заработают медресе. Образовательный центр будет способствовать единению, как вы говорили, что у нас многонациональная республика, мы вместе, мы одни, мы делаем большие хорошие дела под вашим руководством. Я обещаю, чтобы это продолжалось и дальше. Мечеть очень красивая, очень структурно на самом деле, очень много красивых рисунков, именно молитв там написанных. Безусловно, значимость этой мечети не только для нашего города, не только для республики, для всей России, для всего мусульманского мира. Аллаху Акбар. Во время праздничного хаят-намаза особенно приятно было наблюдать за светлыми лицами местных старейшин. Наиль Хаджи Мирсаитов еще помнит, как он вместе с другими неравнодушными горожанами отстаивал именно это место для центральной мечети. Первоначально были планы построить главный дом Аллаха в Нефтеграде в другом месте. Я уже с самого начала. Такого мечети нету больше. Здесь, тут, в Татарстане, в Альметьевске только. Это показной. Альхамдулилля. Но мы рады все.
Потому что сколько людей вас спрашивали, когда, что это так. Ну, открыли же, все доступно всем, пожалуйста. Ничего. И вам спасибо, что вы показываете на все это. Как мы уже говорили, соборная мечеть в Альметьевске сегодня это не только культовое сооружение, но и по-настоящему религиозно-просветительский центр. Фасад здания украшает надпись «Татарский Шамаиль» с прорезями в виде каллиграфии. Кто стремится к знаниям, тот из-за своего стремления попадет в рай. Для нас это разделяет точно философию нашей компании и понимание нашей компании. Ни для кого не секрет, что общечеловеческие ценности в принципе формализовывались и вырастали из религии. И потом были приняты людьми и становятся уже тем, что мы называем общечеловеческими ценностями. И вот как бы здесь соединение всего этого мы и для себя и преследуем. Мечеть в Альметьевске – одна из самых крупных в Татарстане. Одновременно здесь могут возносить молитвы около 1200 верующих. Еще одна особенность – великолепное месторасположение. Надо сказать за это отдельное спасибо Наилю Хаджи Мирсаитову и другим старейшинам и, конечно, нефтяникам. Обновленная мечеть стоит на высоком берегу каскада прудов, рядом благоустроенная детская площадка. Поэтому исламский центр обещает стать любимым местом для горожан всех возрастов. Своеобразным центром притяжения. Это была одна из наших главных задач, рассказывает архитектор Никита Выходцев. Цели были более чем амбициозные. С одной стороны, уйти от штампов в архитектуре, в оформлении помещений. Посмотрите, как устроен зал прощания, библиотека. Молодые люди здесь могут, молодые разных возрастов, сидеть, слушать лекции, делиться мыслями. При этом, несмотря на оригинальные, в том числе дизайнерские и архитектурные решения, важно было сохранить приверженность традиционным исламским канонам. Для этого, поясняет Никита, старались обращаться к истокам, и в этом было главное новаторство. Одно из главных достоинств этой мечети – это, конечно, многофункциональность. Когда все будет закончено, я имею в виду обустройство, здесь появятся различные молельные залы, помещения для никаха и именно речения. Вот эта библиотека, которая уже готова. Различные зоны для семьи, детская зона, кафе, другие пространства и, конечно, медресе. Альхамдулилля, это шикарная, скажем, грандиозная, масштабная мечеть. То есть, если посмотрим, очень светлая, дополнительный свет у нас есть здесь, кондиционирование, теплый пол. То есть для тех, кто желает сюда приходить, все условия есть. Альхамдулилля, есть и кафе халяль. Это очень хорошо, то, что при мечети есть халяль-кафе. То, что тому, кто пришел посетить мечеть, прочитать намаз, никуда уходить не надо. Пришел в мечеть, пообедал, позавтракал. Общая площадь только самой мечети около 4000 квадратных метров. Это одна из самых больших мечетей в Татарстане и, наверное, в России. Высота купола более 30 метров, а высота самого большого минарета 52,5 метра. Индивидуальные решения, которые здесь применены, их больше вы нигде не встретите. Это единственная такая мечеть, которая построена в таком облике. Поэтому приходилось очень много поработать в плане рабочего проектирования, в плане изготовления, в плане уже непосредственно строительно-монтажных работ. Это стратегия компании, это суть. Ребята просто делают. И делают это от души, от чистого сердца, потому что это их внутренняя потребность, это их внутреннее чувство. И я, кстати, этому только очень рад. Это говорит об ответственности людей, об их, опять же, повторюсь, о высоком моральном уровне. Не просто так. На всех построенных объектах Татнефти убирают заборы и ограждения. Наша цель, подчеркивает Наиль Маганов, не разъединять общество, а наоборот соединять его. Строить мосты, прежде всего культурные, образовательные. А религия в данном случае идет рука об руку с просвещением. Поэтому можно не сомневаться, это будет очень дружелюбный, открытый, культурно-просветительский исламский центр. Для всех и каждого. Тимур Бекмурзин и Булат Абдульманов. 7 дней.